Сегодня мы расскажем об особенностях вступительных экзаменов на магистерскую программу преподавания математики в средней школе. Уважаемые абитуриенты, вступительный экзамен будет проводиться в форме теста. Пожалуйста, будьте внимательны при выборе ответов. На задание ответом является целое число. Тоже будьте внимательны. Сейчас давайте поговорим о специфике, то есть какие типы тестовых заданий будут в этом году на вступительном экзамене в магистратуру. Экзамен будет состоять из 12 заданий. Задания разбиты на 5 разделов. Первый — это будет 2 задачи по методам решения уравнений и неравенств. Значит, здесь присутствует одно уравнение и одно неравенство, аналоги второй части ЕГЭ профильного уровня, то есть задачи номер 13 и 15. Но особенность в том, что если в ЕГЭ ученик дает развернутый ответ, и там ответом может быть и иррациональное число, то здесь задачи скомпонованы таким образом, что ответом на нее обязательно будет целое число, которое вы должны ввести в поле ответа на соответствующую задачу. Второй блок заданий, значит, таких 2 задачи. Второй блок заданий – это задания на методы решения геометрических задач. Сюда представлены 2 задачи, из также аналоги которых находятся в первой части ЕГЭ по математике профильного уровня. Одна задача планиметрическая из первой части и одна стереометрическая. Еще раз прошу вас обратить внимание, ответом будет целое число, которое вы должны ввести в поле на соответствующую заданию. Третий блок задач – это задачи, связанные с производной и интегралом. Здесь представлены задачи на нахождение производной функции в точке и задача на вычисление площади криволинейной трапеции. Это из вузовской программы по высшей математике. Ну, частично эти же задачи представлены в учебнике профильного уровня, в школьном учебнике, поэтому они не вызовут у вас особых затруднений. Но на задачу по интегралам ответом, если вычислять все четко, будет дробное число. Так вот, там от вас будет требоваться указать площадь фигуры только целую часть числа. Будьте внимательны. Поэтому в ответе вы опять указываете только целое число. Следующий блок задач — это 2 задачи. Это текстовые задачи и задачи экономического содержания. Текстовая задача на движение. Это аналог задачи под номером 11 ЕГЭ. А задача экономического содержания, она не повторяет, то есть она не такая сложная, как в ЕГЭ профильного уровня, а здесь предполагается вычислить либо задача связана с вкладами, либо задача на оптимальное размещение средств. Поэтому будьте внимательны, задачи также имеют, ответом на задачу будет целое число. Следующий раздел, который представлен в тестах, это методические задачи. Здесь от вас требуется проанализировать конкретную ситуацию, это методические кейсы, и
выбрать среди представленных ответов те, которые будут являться решением. Но поскольку здесь, вот я сейчас пример просто педагогического кейса посмотрю. То есть, вот, допустим, одна из задач, требуется решить определенную задачу и выяснить, какие из представленных фактов ученик может использовать при решении этой задачи. И вот представлен, допустим, 5 позиций. Вы выбираете соответствующие позиции, и в ответ, вот здесь надо вам все-таки вам сказать, что ответ следует записать в виде многозначного числа, указав используемые факты в порядке увеличения их номера. То есть, если, например, вы считаете, что первый, третий и пятая позиция правильные, то в ответ вы должны указать 135 без пробелов, то есть это будет трехзначное число 135. Также может быть двузначное число. Если вы считаете, что правильным является вторая, допустим, и шестая позиция, вы пишете 26. Обратите внимание, будьте внимательны при записи ответов. Таких кейсов 4. Всегда там есть выборы, то есть нужно выбирать из предложенного списка и записать ответ в виде последовательности чисел, то есть многозначное число будет. В целом весь тест рассчитан на 60 минут. Вы можете приступать к его решению в любое время, с 10 до 3 часов, из любого места. Единственное, что у вас будет только одна попытка. Поэтому, пожалуйста, обеспечьте себе хороший доступ в интернет, чтобы вы могли по времени решить свои задачи, предложенные вам задачи, и ввести ответ. Будьте внимательны при записи ответов. В самом конце страницы, когда вы введете в каждое поле задачи ответ, вам нужно нажать клавишу «Сохранить». После этого система вам предложит, спросит, действительно ли вы считаете, что все заполнено. Вы соглашаетесь, если да. Если нет, то заходите в ту задачу, в позиции которой вы бы хотели заменить введенный ранее ответ. И опять сохраняете все ответы. Это, я еще раз говорю, эта опция будет в самом конце страницы после всех задач. После этого данные сохраняются и отправляются на обработку. Надеюсь, что эти задания не представят для вас определенные сложности, поскольку все они присутствуют в материалах профильного ЕГЭ по математике, но они адаптированы под нынешний формат теста, чтобы вы ввели в ответ конкретное целое число. Будьте внимательны при записи ответов на методические кейсы, их 4 небольших теста, небольших кейса. Там есть предложенные вам варианты ответов, вы их выбираете и записываете число в поле. Будьте внимательны. Мы ждем вас на нашей магистерской программе. И всего вам доброго.